Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. Умеренно, но верно. В республике отмечается снижение показателей заболеваемости респираторными инфекциями. Работать бы пошел, пусть меня научат. Молодежная биржа труда Якутии вновь запускает проект по трудоустройству «Старт к успеху». К новому сезону будем готовы. В Ленском районе обсудили процесс обновления детского лагеря «Алмаз». В этом году противопаводковые мероприятия на реках Лена и Колыма по ослаблению прочности льда будут проводиться на территории 8 муниципальных районов республики. Объем финансирования составляет около 27 миллионов рублей. Предупредительные противопаводковые мероприятия по ослаблению прочности льда будут проводиться на 46 затороопасных участках рек Лена и Колыма, в том числе по зачернению на 39 участках, которое будет составлять 486 гектаров. Распиловка же пройдет на 7 участках по общей длине в 41 километр. Работы начнутся после подписания государственного контракта. Открытый конкурс, значит, уже проведен. Этап подачи заявок уже завершился. Контракты планируем подписать в конце февраля, в начале марта. С началом подписания контрактов уже работы должны начаться. В Ленском и Алекминском районах работы должны завершиться до 25 апреля. Хангаласский, Якутск, Намцы до 29 апреля, Кобяйский улус и Верхнеколымский, Среднеколымский улус до 5 мая. Перейдем к эпидобстановке. В районах республики усилят темпы ревакцинации. Сегодня глава Якутии Айсан Николаев провел очередное совещание республиканского оперштаба с участием глав муниципальных образований и городских округов. Отмечается, что после активного прироста заболеваемости сейчас наблюдается сокращение темпов распространения болезни практически на 40%. Перед главами районов поставлена задача по обеспечению бесплатными лекарствами амбулаторных больных, внимательно следить за работой первичного звена здравоохранения, не допускать массового скопления людей и очередей в амбулаториях, а также организовать бесперебойную работу колл-центров. В случае необходимости привлекать волонтеров. На 16 февраля выявлено 1354 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Так, в Якутске зафиксировано 650 случаев, 97 в Нерюнгринском, 54 в Татинском, 53 в Алданском. Еще в 25 районах Якутии выявлено от 1 до 50 случаев заражения COVID-19. Обращаем внимание на необходимость как соблюдения родительского контроля, затем в каком состоянии ребенок все-таки идет в школу, в каком состоянии вы ведете ребенка в детский сад, а соответственно учреждениям образования проводить очень жесткую термометрию и соответственно принимать меры для того, чтобы нормы санитарно-эпидемиологического контроля в школах соблюдались и не было возможности распространять, соответственно, заболевания среди школьников нашей республики. Тем временем мирнинцы стали меньше болеть острыми респираторными вирусными инфекциями по сравнению с прошлой неделей. Показатель заболеваемости снизился на 16%. Такую статистику предоставили в медцентре «Алроса». Амбулаторный центр, который открыли 2 недели назад, продолжает прием пациентов. Здесь ждут симптомами и признаками респираторных заболеваний. Врачи проведут экспресс-анализ на ковид, назначат лечение и дадут рекомендации, а также оформят больничный лист. Несмотря на то, что количество заболевших простудой в Мирном снизилось, врачи в амбулаторном центре принимают в день до 100 человек. Чтобы избежать очереди, запись к врачам ведут по телефону. Номер указан на экране. Прием пациентов с 8 утра до 8 вечера каждый день без выходных. У нас действительно происходит по записи, но обращается и без записи. Мы не отказываем абсолютно никому, всех принимаем. И если мы чувствуем, что у нас, допустим, вот сейчас вы видите за мной, количество бригад несколько мы уменьшили, и если мы от дежурной, которая вот тоже за моей спиной находится, она поступает сигнал о том, что в очереди сидит там 15 человек, тут же есть готовые бригады, которые сразу выезжают и занимают свои столы и начинают работать.
К другим темам. Члены правительства республики отчитались перед жителями Момского района. Руководителем группы выступил министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов. Он рассказал об итогах деятельности правительства за прошлый год и обозначил планы на 2022. Жителей Момского района больше всего беспокоят вопросы по линии развития образования, ЖКХ, сельского хозяйства, а также доставки социально значимых продуктов и увеличения количества субсидируемых авиабилетов. Также много вопросов поступило по строительству новой школы, детских садов и подключения частных домов к централизованным источникам отопления. В этом году, как и в прошлом, из-за эпидобстановки отчет проходит не вживую, как предыдущие годы, как проходил 24 года назад, в 1998 году мы начинали этот отчет, а проходит в режиме ВКС, видеоконференции, подключением населения района. Но несмотря на такой формат, население активно участвует, задают вопросы, и в целом население поддерживает итоги работы правительства, а поставили оценку «хорошо». Одно из очень позитивных проявлений этого отчета, то, что население давно ждали, это начало строительства центральной районной больницы в Момском районе. Больница будет строиться в рамках реализации национального проекта здравоохранения, и население очень ждет этого момента. Молодежная биржа труда во второй раз запустила проект по трудоустройству «Старт к успеху». Проект реализуется во всех районах республики. Участники проекта, обратившиеся в службу занятости, молодые граждане в возрасте от 16 до 30 лет, не имеющие квалификацию и ранее не работавшие. В рамках проекта оказываются государственные услуги по профориентации и содействию в поиске подходящей работы. Кроме того, с завтрашнего дня стартует еще один проект под названием «Пуск», в рамках которого начнется обучение по 3 востребованным специальностям – сварщик, бетонщик и каменщик. Также 17 февраля в онлайн-формате пройдет ярмарка вакансий с участием работодателей. Молодежной биржей труда республики второй год реализуется проект «Старт к успеху». Основной целью проекта – это, безусловно, получение дополнительного профессионального образования, повышение профессиональных компетенций и гарантированное трудоустройство. И второй проект, который также направлен на снижение уровня общей безработицы среди молодых граждан, а он у нас достаточно высокий, составляет 9,4%. Это проект, который мы реализуем также второй год совместно с Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия, с Центром опережающей профессиональной подготовки Республики. Проект называется «Пуск». В этом году проект реализуется на финансовые средства гранта главы республики, так как он в прошлом году себя успешно зарекомендовал в Горном Улусе. Сегодня мы масштабируем этот проект в 3 улусах. Также будет продолжение в Горном, Усть-Алданском и Амкинском улусе. Государственное унитарное предприятие ЖКХ Якутии в рамках планового обновления автопарков, производственных филиалов Арктической и других групп районов приобрело 31 единицу специализированной и самоходной техники. Напомним, часть автотехники из 6 единиц прибыла в Якутск в начале года и уже доставлена в филиалы республики. Плановое обновление парков спецтехники филиалов реализовано для обеспечения надежного и бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения, в том числе перевозки топливно-энергетических ресурсов. Мы сегодня получили 3 фронтальных погрузчика, 636-й. Непосредственно на они будут задействованы погрузки угля на автоматизированных котельных. Это в поселке Черский и микрорайон Зеленый мыс. И одну направим производственный филиал село Походск. Мы являемся на самом деле самым отдаленным филиалом, да, но тем не менее мы не чувствуем то, что мы в отдаленности. В Ленске коммунальные отходы из мусоросборников стали вывозить чаще. С начала года приступил к обязанностям новый региональный оператор. В арсенале 4 единицы техники мусор вывозят ежедневно. Каждый экипаж спецмашины обслуживает определенный участок города. Плюс мусоровозы оснащены системой ГЛОНАСС, что позволяет отследить объем вывезенных твердых коммунальных отходов. В первый месяц работы новому регоператору пришлось вывозить двойной объем. Соглашение декабря 2021 года, которое было заключено между МПЖХ и нашим предприятием, было прописано 2 момента. Это первый момент о том, что они к 31 декабря зачищают полностью весь город. И второй момент это то, что они контейнера эти не забирают. С 1 января, когда мы приступили к работе, большой объем мусора был оставлен на площадках в городе Ленске, и нам пришлось этот мусор весь вывозить. То есть, получается, мало того, что мы осуществляли свою текущую деятельность, плюс ко всему мы производили зачистку.
Вторую часть соглашения предыдущий регоператор выполнил. Мусоросборники, которые привезли из Мирного 2 года назад, останутся в Ленске. Заметили ли ленчане перемены и как сегодня оценивают качество услуги, наши коллеги узнали на улицах города. Я бы не сказала, что такая вот есть стабильность, но во всяком разе я думаю, что компания работает. Не совсем активно, но все равно проявляет какую-то активность. По сравнению с то, что было, и то, что бывает, и то, что уже доводилось мне видеть. Да, сейчас чуть-чуть получше. Вроде у нас возле нашего дома вовремя все, полных баков таких и по бокам нету. Да, я заметила, что в этом году стала лучше убираться территория. Вот, например, возле нашего дома постоянно убирается. Фонд социального страхования по республике организует предварительную запись. Записаться на прием к специалистам регионального отделения можно через личный кабинет официального сайта фонда. Авторизоваться можно через портал госуслуги. Кроме того, записаться на прием можно по телефону. Специалисты отмечают, предварительная электронная запись на прием – это экономия времени и возможность избежать очередей. Виды государственных услуг, на которые осуществляется запись, это назначение обеспечения страховых выплат пострадавшим на производстве, назначение обеспечения медицинско-социальной реабилитации пострадавшим на производстве, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации и предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Лучшие произведения современных мастеров-ювелиров презентовали в Государственном историческом музее в Москве. Выставку украсили более 200 работ победителей конкурса «Россия. 21 век», организованного Гохранстраны. Обладательницей первого места стала и якутянка Варвара Соловьева. Подробнее о ее работе и конкурсе в материале Айсены Бурнашовой. Работа должна быть выполнена не позже, чем 3 года до начала конкурса. И все эти работы готовились мастерами, и они предстали перед довольно серьезным жюри. Из более 500 заявок и 1500 работ эксперты отобрали лучшие. Мастера из разных регионов России боролись в 12 номинациях. Новые имена национальной ювелирной отрасли чествовали в парадных сенях. Сегодня традиции российского ювелирного искусства и декоративно-прикладного искусства, они живут, побеждают и весьма достойно представляют нашу Россию. Якутянка Варвара Соловьева представила набор утилитарных предметов «Кулум» – очки и курительная трубка. Они выполнены из серебра, рога, капкорня, украшены объемной резьбой и наполнены этномотивами. Уникальность этих работ и в том, что они выполнены с использованием традиционной техники литья оловом. Раньше такая инкрустация была широко распространена у северных народов, но была утрачена. Вот восстановление этой технологии я работала вместе с Александром Даниловым, с Олегом Иннокентьевичем Соловьевым. Работали с музейными экспонатами, с литературой. Варвара черпала вдохновение в древней культуре народов Якутии, буквально возродила облик традиционных изделий. Это и оценили на конкурсе. Якутянка получила первое место в номинации «Национальная тема». Да, конечно, это прям волнительно, и я счастлива. Спасибо. Это победа не только моя, да? Это победа учителей моих, преподавателей, близких людей. Мастера-ювелиры, продолжающие славные традиции отечественной школы ювелирного искусства. Вместе с работой Варвары на выставке представлены произведения и других якутских мастеров. Их работы будут украшать Государственный исторический музей еще 2 месяца. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. В администрации Ленского района обсудили подготовку к открытию нового сезона в детском лагере «Алмаз». Учреждение обновят летом этого года. Так, для лагеря закупят большой веревочный парк и качели паутины. Также в планах приобретение скалодрома и надувных батутов. Кроме того, на входной аллее лагеря появятся скамейки, а в клубе настольные игры и новый инвентарь для занятий робототехникой и рукоделием. На совещании отметили, что стоимость путевки для предприятий и организаций, а также частных лиц останется прежней, но, как и в прошлом году, часть путевок будет предоставлена одаренным детям, спортсменам, а также нуждающимся семьям. Первый сезон в детском лагере «Алмаз» должен открыться 15 июня.
К этому часу пока все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в следующих выпусках.